В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Задымление на руднике «Интернациональный» локализовано. Пострадавших нет. Рейды по салонам красоты прошли в Нерюнгри. Соблюдают ли они меры предосторожности? Продолжение культового якутского хоррора. Премьера фильма «Сеттехсир» уже этой осенью. Пострадавших при возгорании погрузочно-разгрузочной машины на руднике «Интернациональный» нет. Как отметили в Алроса, задымление обнаружил машинист во время работы техники, о чем он сообщил диспетчеру и принял меры по тушению задымления штатным огнетушителем. Сразу после сообщения был введен в работу план по выводу работников с задымленного участка. Как отметили в компании, после проверки горных выработок, расположенных рядом с очагом возгорания, на отсутствие следов задымления, работы продолжились в штатном режиме. Жалоб на состояние здоровья от сотрудников не поступало. На руднике «Интернациональный» задымление локализовано, газовая обстановка в норме. В 17 часов состоялся спуск очередной рабочей смены. Прокуратура города Мирного организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. По требованию прокуратуры республики к проверке привлечены специалисты Ленского управления Ростехнадзора. Результаты проверки взяты прокуратурой республики на контроль. 46 лесных пожаров возникло в Якутии за сутки, 26 ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Эмиконского, Среднеколымского, Тампонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 116 природных пожаров на общей площади свыше 1 миллиона гектаров. За минувшие сутки на тушение пожаров привлекались более 800 человек и 81 единица техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. При этом площадь активного горения составляет более 1000 гектар. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 436 природных пожаров. За сутки возникло 46 пожаров и 26 ликвидировано. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. За сутки количество пожаров увеличилось на 20 очагов. Площадь пожаров увеличилась более чем на 90 тысяч гектар за счет увеличения очагов пожаров в обслуживаемой зоне и прироста площадей в зоне контроля. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Рейды по выявлению так называемых диких туристов проходят в Хангаласском районе. Первая проверка прошла вдоль береговой линии села Еланка, популярного места отдыха в летнее время. В рейде участвовали члены оперативного штаба района и сотрудники органов внутренних дел. Они выявили порядка 150 иногородних отдыхающих. В основном это жители столицы республики. Им дали указание в течение получаса собраться и покинуть место отдыха. Отказ или промедление грозили наложением штрафа. Такие рейды будут проводиться в популярных местах отдыха Хангаласского района вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки. Специальная комиссия и органы внутренних дел осуществляют проведение рейдов на всех территориях, включая Техтюр, Бестях, Булгунехтах, Еланку. Мы будем выявлять нарушителей и привлекать их к административной ответственности. Также на территориях Улуса введен особый противопожарный режим. Дорога в Южной Наслига очень непредсказуема. С Верхнего Бестяха до Улаханана ведутся ремонтные работы. Учитывая все вышесказанное, настоятельная просьба всем иногородним отдыхающим не посещать наш Улус до нормализации эпидемиологической обстановки. Ну а теперь к истории со счастливым концом. В Намском районе спасатели нашли 75-летнего дедушку, который потерялся в лесу и пробыл там несколько дней. 26 июня в 9 часов вечера мужчина вышел из дома и не вернулся. Сначала его искали силами администрации села, но все было безрезультатно. Тогда было решено обратиться к спасателям. Они опросили свидетелей и таким образом установили точное направление поиска. При помощи техники по периметру квадрата поисков были выставлены сигнальные маяки. Одновременно началось прочесывание лесного массива и аласов. Нашли пропавшего дедушку благодаря квадрокоптеру.
озеру, который был оборудован тепловизором. В местности Титик-Тех ночью спасатели четко увидели силуэт человека. Он размахивал рукой, отгоняя комаров. По полученным координаторам оперативно была выслана группа. Дедушка, к счастью, был живой, но состояние здоровья вызывало серьезное опасение. На руках его вынесли к машине и доставили в населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Жители Якутии шестой день продолжают голосовать по поправкам в основной закон страны. В регионе открыто порядка 800 участков. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров накануне побывал на одном из них в столице региона и узнал обо всех тонкостях работы членов участковой комиссии. Время без 15:20. У порога избирательного участка маленькая очередь. Люди после рабочего дня забежали досрочно проголосовать за поправки в Конституции Российской Федерации. Они отмечают, хорошо, что эти выборы растянули на несколько дней. Лично с моей точки зрения это удобно. Почему скажу? Я сам недавно только что приехал с вахты, и бывают моменты, то есть, допустим, когда находишься, либо особенно относится к нашим северным районам, либо в тайге ты находишься, на вахте, либо ты в пути еще находишься. И вот то, что увеличили этот срок, допустим, со своей стороны, я считаю, что это удобнее, чем это один день. И уже в 20 часов все избирательные участки закрываются. Но те, кто работает здесь, не спешат покидать свое рабочее место. У них как раз начинается вся их работа. Наступило время 20:00. На сегодня процедура голосования завершена. И мы переходим к следующей процедуре. Это переноса бюллетеней проголосовавших сегодня избирателей, переноса бюллетеней из переносного ящика в сейф-пакет. Вся эта процедура делается под строгим наблюдением работников правоохранительных органов, а также общественного наблюдателя и под прицелом видеокамер, которые установлены в участке. Значит, не нарушая тайну голосования, причем это делаю только я. Члены избирательной комиссии мне не помогают. Мы сейчас эти бюллетени, вот в присутствии сотрудника полиции, переносим в сейф-пакет. Далее этот пакет запечатывается и переносится в шкафчик. На сегодня, как нам сообщили, в этом шкафчике хранятся все сейф-пакеты, начиная с первого дня голосования. И именно пакеты только этого избирательного участка. И здесь также находятся сейф-пакеты, отдельные пакеты, которые мы перенесли из переносного ящика после голосования вне помещения. Укладываем сейф-пакеты вот сюда. Далее всю процедуру завершает непосредственно запечатывание самого шкафчика, где все это будет храниться до следующего дня. Утром шкафчик распечатывают также под строгим наблюдением вышеупомянутых лиц. Только за прошедшие сутки на этом участке проголосовало 140 горожан, а с начала дня голосования 509 человек. Несмотря на пандемию, у нас население очень активное. На сегодня наш участок находится в центре города Якутска, да, вот на площади Орджоникидзе. Наши избиратели очень активные. За эти дни мы отмечаем, что они позитивно настроены, хорошее настроение у всех. Да? Вот мы это наблюдаем, члены участковой избирательной комиссии. Приветливые, разговаривают очень хорошо. И можем сказать, что на сегодня из числа избирателей мы уже охватили 25 избирателей процентов. То есть 25% избирателей у нас уже проголосовали. По своим участкам? Да, по нашему участку. Напомним, сегодня последний день досрочного голосования. И уже завтра, 1 июля, пройдет всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституции Российской Федерации. Поэтому те, кто еще не успели отдать свой голос, просим не тянуть с походом на свой участковый избирательный пункт. Ведь осталось совсем немного. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Жители Амгинского района активно принимают участие в досрочном голосовании по внесению изменений в основной закон страны. Всего по району 17 избирательных участков. На сегодняшний день проголосовали более 5500 жителей. Более 20 человек, в основном это пожилые люди, проголосовали на дому. На данный момент досрочно проголосовало 626
избирателей, а вне помещения 135. Дезинфицирующими средствами мы обеспечены. Пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, матери с грудными детьми, они делают заявку, и поэтому за 5 дней они проголосовали вне помещения. Примерно мы считаем около 50% у нас в данном участке проголосовали. Досрочное голосование завершается и в Аймиконском районе. Там работают 6 участковых избирательных комиссий. С учетом эпидемиологической обстановки организаторы и голосующие обеспечены средствами индивидуальной защиты. На территории Аймиконского района функционирует 16 избирательных комиссий. Досрочное голосование в районе началось с 18 июня. Численность избирателей в районе составляет 7369 человек. Из них досрочно на отдаленных и труднодоступных участках уже проголосовало 1301 человек. В помещении и вне помещения проголосовало 1696 человек. А всего в районе уже проголосовало 2997 человек, что составляет 40% проголосовавших. Традиционно активно голосует у нас сельская местность. 3 российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность. Об этом рассказал генеральный директор Новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, эти вакцины способны формировать в организме иммунный ответ. Он добавил, что самая большая сложность – это создать безопасный для человека препарат. Сейчас в «Векторе» над вакцинами нового поколения работают более 100 сотрудников. Сложность заключается еще и в том, что коронавирус мутирует. По словам Максютова, в России уже выявлено более 100 его штаммов. Регулярная дезинфекция проводится на паромной переправе Якутск-Нижний Пестях. Это необходимо для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Работы по дезинфекции курсирующих паромов начались здесь еще в начале июня. По рекомендации Роспотребнадзора и, соответственно, по распоряжению Министерства транспорта Республики, в июне месяце мы приступили к постоянной обработке судов, дезинфицирующими средствами, которые получили, опять же, при помощи Министерства транспорта на водоканале. После каждого рейса паромы, которые находятся со стороны города Якутска, подвергаются санобработке, пока он находится без автомобилей и пассажиров. После каждого рейса, после каждой погрузки у нас проходит дезинфекция всех мест, где скопление людей, всех перил, всех, где люди опираются, где вообще присутствуют. При заезде или при большом скоплении людей подходим, говорим, чтобы надевали маски, чтобы не кучковались или сидели лучше по машинам. И только после всех этих мероприятий капитан судна дает команду запустить автомобили на паром. Уважаемые пассажиры, в республике Саха-Якутия участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В целях недопущения распространения вируса мы просим вас соблюдать основные правила. В основном пассажиры, тех, которые ездят с нами, в основном, я подчеркиваю, это сознательные. Во-первых, они все информированы о соблюдении масочного режима. На паромах тоже у нас имеется наглядная информация о том, что обязательное соблюдение масочного режима, соблюдение дистанции социальной. Все эти мероприятия будут проводиться на паромных переправах столицы до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Рейды по салонам красоты прошли в Нерюнгри. Районный оперштаб и сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как косметологические кабинеты соблюдают меры предосторожности. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Начался рейд с одного из первых салонов, открывшихся в Нерюнгри, по сей день остающимся одним из самых популярных. Посетителей на момент рейда не оказалось. Администраторам были соблюдены все предписания Роспотребнадзора. Следующий визит был в соседний салон. Помещение просторное, поэтому и дистанция между рабочими местами 3 метра. Зоны маникюра и педикюра изолированы друг от друга и имеют площадь более 15 квадратных метров. Как и везде, как по всем требованиям, в первую очередь это
дезобработка, антисептики обязательно для рук, да, для помещения. На входе у нас сразу стоят одноразовые салфеточки, спиртовые такие салфеточки вот есть, антисептик для рук и дезинфицирующие средства. Ну, потом также в масках обязательно. В третьем по списку салоне красоты также не выявлено нарушений в предписании к работе. Сотрудники администрации и Роспотребнадзора фиксировали наличие антисептиков, термометров, а также наличие масок и перчаток как на персонале, так и на клиентах. Антисептик для клиентов, для ручки, масочки обязательно, перчатки, если не на маникюре сидят. И после клиента обязательно проветривание. Кварцевальная лампа, рециркулярка и жавельянчик. Многие возмущаются, что нечем дышать, неудобно сидеть. По-другому никак, только так. Либо так, либо домой. В салонах, которые мы успели посетить, регулярно проветривают помещения, принимают клиентов по предварительной записи. Согласно решению оперативного штаба Нерюнгринского района, были проведены совместные рейдовые мероприятия администрации района, города и нашей службы. Во-первых, это объекты бытового обслуживания, которые открылись совсем недавно, с 15 числа, и они показали весьма высокий уровень подготовки для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как признаются сами сотрудники салонов красоты, после такого длительного периода изоляции они согласны соблюдать все необходимые предписания, чтобы не оставаться без работы. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Вилюйском районе. Объект открыли на базе взрослого поликлинического отделения. В центре есть эндоскопический кабинет, рентген-кабинет, а также кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. Будет проводиться очень большая работа для раннего выявления онкологического заболевания населения. Да? Но все равно онкологическая помощь у нас по республике, она была и есть. Но у нас в районе за последние 3 года онкологическая заболеваемость на одном уровне находится. И выявляемость на 1-й и 2-й стадии у нас, в общем-то, показатели неплохие. За 2019 год у нас выявляемость составляла 48%. Осенью этого года в прокат выйдет продолжение первого культового якутского хоррора «Сеттех Сир». Творческая группа под руководством режиссера Степана Бурнашова еще в прошлом году сняла 2-ю часть легендарного фильма ужасов. В течение года съемочная группа работала над монтажом и оформлением. По словам режиссера, у ленты есть все шансы впечатлить зрителя, как в далеком 1996 году. Именно тогда вышла 1-я часть фильма «Сеттех Сир» режиссера Ильи Иванова. В прошлом году вышел на меня Семен Шигин, автор идеи, и он предложил снять не ремейк заново эту историю, а именно сиквел, продолжение. Мы загорелись идеей и вместе с сценаристом Алексеем Бросевым придумали совсем новую историю, которую можно смотреть и как отдельный фильм, и как продолжение той легендарной истории из 90-х. Редкая птица была замечена в природном парке Сине. Специалисту горной инспекции Государственного экологического надзора Сардане Кривошапкиной удалось запечатлеть сокола-сапсана на видео. По ее словам, вероятнее всего, краснокнижных пернатых привлекают обнаженные скалы природного парка и много корма, состоящего из птиц среднего размера. К слову, за все время наблюдений сапсаны считались редкой птицей. После окончания Второй мировой войны их и без того небольшая численность стала заметно сокращаться. Сапсан включен в Красную книгу России как малочисленный вид. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.